Титары. Друзья, я вас приветствую на реке, могучей реке Лена. Мы только что проехали поселок Титары. Сегодня у нас уже 0 часов с 5 на 6, и мы едем в очень интересное место, где я еще никогда не был. Тем более на машине, я вообще никогда туда не добирался. Это за Ленские столбы, за синюю реку. Расскажи, Коля, вот Николай, знакомьтесь. Да. Очень приятно, да. Ну, будем сейчас еще нам путь держать около 200 километров. Мы поедем и, соответственно, проедем Ленские столбы, поселок Батамай, потом будем форсировать речку Синюю, саму на машине, благо вода спала. Ну и там оттуда уже километров 30-40 до самой деревни. Ну, мы едем на мероприятие, соответственно, посвящено 150-летию почтовой станции Ат-Дабан. Это ежегодный праздник, фестиваль. Мы пригласили Эркина, соответственно, чтобы он осветил это мероприятие. Она уникальна тем, что там в национальной республике Саха, соответственно, живут испокон веков, с царских времен живут русские почтальоны, соответственно, ямщики. И они сохранили свои такие же традиции. Село называется Идей? Юдей. Юдей, если правильно. И там, получается, русские, но чисто разговаривают на якутском. Ну, это вот я такого, по-моему, еще в Якутии не встречал, мне кажется, вот так. Мне прям не терпится погрузиться, прям многих людей таких увидеть. Ну там, да, представители в основном разговаривают они на якутском языке, да, действительно. Ну вот по-русски как бы они немного, да, с акцентом разговаривают, но они, несмотря на это, сохранили свои традиции, знания, и они вот передают молодому поколению, что и как бы будем... Вот это очень важно, да. Как станем свидетелями этого. До сюда где-то 200 километров мы доехали от Якутска, примерно 200 с чем-то, да? Да, где-то так. 3 часа мы в 9 часов выехали, сейчас 0 часов, и километров 100 мы будем ехать просто по берегу реки. Чуть больше 100 тоже, около столько же будем ехать, соответственно, вдоль реки. Так как вода упала, появилась дорога вдоль реки. Вообще дороги сюда нету летом, если вода стоит, да? Если вода стоит, да, мы только на моторках двигаемся, соответственно. Отсюда на моторке уже в деревне все ездит. Да, с города Якутска мы едем на машине до сюда, вот до этого поселка, до Титаров, а потом уже едем, нас встречают уже на моторках, соответственно, и вот пересаживаемся на моторке и едем туда дальше. Конечно же, по дороге мы соблюдаем все якутские традиции. Я всегда стараюсь напечь оладушков. И здесь тоже вот положили мы при выезде из Якутска. Сейчас здесь вот тоже покормим духов, немножко бырпаха, чтобы нам сопутствовала удача. И духи местности нас приняли. Ну накатано, да, уже здесь есть? Да, такая вот нормально, да? Коля рассказывает, что еще 10 лет назад здесь вообще не проехать было. УАЗики только, да? УАЗики подготовленных, лифтованных. Сейчас уже все. Накатали, насыпали там где-то, да? Ну, где-то срезали, где-то все, где-то вода сама уже потихоньку обрыв убирает. И теперь вот. Хотя бы в машинах можно поехать. Мучения одни. Мы подъезжаем к Синску, время уже почти 3 часа. Сейчас будем форсировать речку Синюю. Ну вот она уже практически вот приток. Она вот впадает в реку Лену. Это вот получается протоки высохли. Острова повылазили. И сколько нам еще от Синей ехать? Часик? Еще, ну, соответственно, там всего лишь от Синска до Идяя всего лишь 30 километров. Но за счет того, что бездорожье, то, соответственно, приходится вот так перебежками по чуть-чуть. Да, в принципе, где-то час уходит на это дело. Мы часов 5 ляжем, в 9 встанем, наверное, сегодня, да, на праздник. Ну да, потом еще подготовиться надо все это дело. Вот я впервые вижу поселок Синск. Сколько я про него слышал. Про реку Синяя, какая она красивая, Синские столбы. И вот поселок тоже находится здесь, в устье реки Синей. Вот она, похоже, течет, и мы сейчас будем ее там форсировать.
Что-то боязно мне как-то. Что это? Вот, вот. Не знаю. Ну смотри, какое там течение такое прям активное. Не снесет нас? Куда он? М? Давай я в тапках перейду. Если... Ano ni pera? Ano kebo karam to para gide. Abrewa, ebu to. Disuruh. Mana bedraт ni mana. Погнали? Ну, я вот не уверен. Первый раз муравчик такое испытание прошел. Что там вода? Ну, мне реально было страшно. А? Воды сколько? Не знаю, надо будет посмотреть, там я и так не выглядывал. Не выглянул, не посмотрел? Нет, ну на камере посмотрим. Коля, что ты со мной делаешь? Ты дорога такая и, блин. Ну все, вот она река. А да я умоюсь, кстати. Все-таки синюю встретили. Впервые я встретил реку Синяя. Все-таки проедем мы через поселок немножко, вдоль поселка. Синск. Стелла. Подвеска у меня, конечно, да, надо много чего сделать там. На нас да, дорога, конечно, неприятная. Что тут как? Нормально? У меня еще кардан снят, там крестовины у меня сломались. Ну, короче, надо заменять. На переднем приводе еще все это приезжаем. Это был самый стрёмный участок. Просто мы все бочины всю исцарапали этими ветками. Оттерлась. Оттирается. Рано я обрадовался, блин. Как тут ехать? Опять в кусты. Время 4:30, почти приехали. Вот поселок. Вот его сейчас вот где-то видно. Вот там 7 километров осталось до поселка. И вот здесь местность, вот это Аддабан, которую мы завтра обратно возвращаемся, чтобы праздновать. Праздник начинается в 11. Не знаю, сколько нам сегодня поспать придется, в каком мы завтра будем состоянии съемки вести, но что делать, куда деваться.
Не терпится мне посмотреть. Решил подняться. Путь у нас занял, получается, 8 часов. Камень. Коробка. И масло делает. А, масло, да, из молока. Это где? Вот, желтое. Желтое. Ага. Вот библиотека. Библиотека. Библиотека, музей. Вот сюда приедешь. Почта. М. Почта. Она кингетик. Это. Половина почта, половина больницы. Вот видишь, с города переехал он вчера. Вот на нем. На нем, да, приехал? А. Вот этот? Вот, следующий. Следующий. Фух, добрались. Вот Владимир, наш попутчик, нашел по дороге манок. Улица имени Василия Филиппова. И семья, куда мы едем, тоже Филипповы. Родня Николая. Владимир Владимирович и Елена Степановна. Правильно? Правильно. Вам привет большой. Мы едем. Вернее, мы уже приехали, да? Сюда? Ну, наверное, снимать не будем, да? Спят. Сейчас все спят. Фух, добрались. На этом мы сегодняшний выпуск закончим. Наш путь. Устали мы, конечно. До скорых встреч. Я настрессовался. Что несколько такой свеженький часов. такой? Я такой усталый. В общем, давайте до следующего выпуска уже о празднике и вообще о поселке, как здесь живут люди. Самое очень интересное, и думаю, вам тоже будет. Давайте, всем пока. Испытано на себе. Всем доброе утро. Мы находимся в поселке Едяй. Договорил, знакомьтесь. У аппарата Николай, его отец. Доброе утро. Вчера мы приехали в 5 утра, в полшестого, поспали часика 3. Сегодня у нас 6 июля, и мы идем на праздник. У нас утренние водные процедуры, завтрак, и через 40 минут уже все начинается. Мы немножко даже опаздываем. Да. Сегодня поедем познакомиться с организаторами, с главой поселения и с местными жителями, которые вот расскажут, покажут и свои истории про историю семьи и по эти почтовые станции. Точно интересно. Да, это русский поселок, но здесь все говорят по-якутски, это очень интересно. А для меня особенно видеть все это. Ну, пойдемте пока позавтракаем. Здесь очень здорово. И в путь. А, я дом немножко покажу, где мы остановились. Кстати, здесь вот такая веранда просторная. Можно даже взять этот. Вот как красиво сделано. Владимир Владимирович, доброе утро. С утра нас накормил сытно по приезду.
Поспали чуть-чуть. Ну, давайте собираться, чай пить и в путь. Ну все, мы готовы в путь. Едем на квадроцикле. Коля рассказывает, как он раньше в этих местах охотился. Много было дичи. И птицы разные, да? Рябчики, да, там. Косуля, тетерев. Косуля, бухари. Все вот здесь, вот, да, вот вокруг, Да, вот в этих лесах. А сейчас уже не так, да? Сейчас уже все потихонечку обмельчало, как все каждым годом все меньше и меньше. Надо дать отдохнуть природе. Раньше поля были во время Советского Союза. Ага. Так, Аддабан называется это место. Тут ветрено, но, в общем, здесь была ямщицкая станция. И именно на этой территории проходит раз в 2 года праздник, а в другой год проходит на другой ямщицкой территории, которая с другой стороны поселка. О, Направляю верно. вот такая красота у нас здесь. Это мой папа, папа Коля. На второй камень. Это мой деда. А сейчас мы будем искать мою бабушку. Пошли искать бабушку, брата. Здравствуйте. Миссис! Где вы костюм? Вы где? А где мой костюм? Есть, давай оденем. А где папа? Деда, папа. Вот они. Деда, папа. Я это подрабатываю телеведущим. Да? Что-нибудь на камеру скажи. Привет, братика. А вот и Кирилл в национальном костюме. Второй сын младший Коли. Передавай привет. Привет. Маленький сахалерчик, да? Метис. Метис, ну, красавчик. Да. Начинается представление. Всем хлеб, соль. Давайте, ребята. Спасибо. Это Елена Степановна, хозяйка нашего дома. Спасибо. Так, сегодня юбилейный день бывшей почтовой станции Аддабанская. 155 лет со дня основания. 1869 год. Это промежуточная станция. Потом рано до Синска было расстояние большое, и поэтому решили основать промежуточную станцию Аддабанская. Очень хороший праздник. Многие прибыли из разных городов и сел нашей, можно сказать, страны. Даже из Магадана есть. Этот праздник я приехал, потому что здесь, в Аддабане, станция Аддабанская, я родился в 1948 году. Потом в 50 году началась эта коллективизация хрущевская, и мы уехали от Аддабана с мамой. Ниже по течению на правый берег поселок Куранах. Дрон нападает на брата. Кирилл! О, дрон летает. Ты управляешь дроном? Нет, я не управляю дроном. Мистер Дрон, скажите что-нибудь на камеру, пожалуйста, мистер Дрон. Ё-моё. Кирилл, не лови, не лови. Потомкам государевых ямщиков, старожилам и преданным труженикам землепашцам, память о былой славе почтовой станции. Идет пока официальная часть награждения. Вот глава поселка награждает почетными грамотами заслуженных
жителей и работников. Сегодня вот у нас замечательный день, юбилей почтовой станции Ад-Дабан. 155 лет исполнилось. Вот. Кажется, рассказать, если про нашу Ад-Дабан, это бывшая почтовая станция. Посюда проходили письма в центр, в город Якутск и дальше, и выше, на севернее. Почту возили наши деды, бабушки, вот здесь жили. И мы ихние потомки ямщиков приленских. У нас здесь смешанная культура, да, вот ямщицкая культура, якутская культура и эвенская. Награждение гармонистов. Это очень важный инструмент в русской культуре. После армии я приезжаю, встречаемся. Он погран, у меня пехота. Фуражками поменялись. На тебе, и по идее ходим. Орлы. Никто не падает. Да, было дело. Да, в советской армии все. Местные бандиты. После армии-то приезжаем, уже продвинутые. бандиты. Не то, что в деревне. В деревне все время работа. Колка дров, сенокос. А в армии там уже совсем другие эти люди. А сейчас составились, Приезжаем, и тут нынче как молодежь орлы ругают. Молодежь тут ходит криво, и нормально, осамится былое время. Да, Смотрите, какой шашлык шикарный. Здесь харта, сердце и мясо еще. Вот. Ну, харта преобладает, кстати. Вот это здорово. Баримбан, да? Очень вкусно. Якутский шашлык. Ну, концертная программа закончилась. Наконец все гости сели за стол. У нас тут свой стол. Вкусный. Как бы к нему подобраться, правда, не знаю. Спасибо. Сейчас я поснимаю, да, чуть-чуть. Ух, сколько всего вкусного. Ну, в общем, у нас смешанная культура, все знаете. Вот гости гостям рассказывают. Чуть-чуть кусочек нашей деревни, да. Если приедете еще, ну, у нас очень много этого, можно узнать. Много веков здесь люди обосновались. Я Макарова Галина Степановна, я основатель местного музея «Истоки», который был образован в 2000 году. И я занимаюсь изучением сохранения ямщицкой истории и культуры. Мы стараемся сохранить, передать нашему подрастающему поколению всю нашу историю и культуру государственных ямщиков. И сегодня, конечно, я хочу передать всем поздравления, всем нашим землякам, потомкам Ад-Дабанской станции. Большой привет! И приглашаем сюда, на свою малую родину. И также мы сегодня хотим пригласить вас в наш местный музей, где вы ознакомитесь с историей государственных приленских ямщиков. Бу экспозиция көтөгөбүт якутский балаган жанатта бу чогоннор бут иттер бут комуста бут бу багытта бии угуку өбөгөлөр бут туакта туттар маллагын багытын көрдөгаты бут. Меня зовут Филиппов Александр Александрович. Моя малая родина Аймуранская почтовая станция. Это отсюда 16 километров дальше. Как-то мы с главой, тогда глава наш был, Филиппов Роман Ильич, решили часовню построить, идеи. Но у нас не получилось. И мы тогда своими братьями решили в Аймуране построить сперва часовню. Построили в 2012 году. А потом решили Ад-Дабанскую часовню тоже оформить. Вот, пожалуйста, вот, построили. Мои братья все были тут. Старший брат Роман. Вот тот же Валентин Константинович был. Ну и еще Геннадий Константинович. Он помер. Царство ему небесное. Вот. Если коротко рассказать о моей семье, то выходит, что мы с Ярославской губернии. Наш прапрадед Прокопий Филиппов, основатель Аймуранской станции. Вот, у него 12 сыновей было. От его 4-го сына Григория вот мой род идет. Род Андросов. У нас отдельная кличка. Это значит мужественные защитники. Наши вот имена соответствуют тому, что наши все предки воевали. Например, если взять Отечественную войну, человек 20 воевало от нашего рода. Вот. В
Первую мировую тоже воевали. Вот мой дед тоже там участие принял. Вот так вот. Ну, в последующем, конечно, мы все служили в армии. Вот. Я служил в пограничных войсках, но потом уже вернулся домой. Вот моя супруга, она с Титаров. Я ее встретил, она на работу приехала к нам. Ну и так и осталась со мной. Скоро уже 50 лет, как мы вместе Через живем. 2 года. Да, 6 внуков у нас, 3. 3 дочерей. Еще воспитанный сын есть. Воспитанный сын и дочка воспитанная, Надюшка. У них тоже своя семья, свои дети, но считаем тоже наши внуки, их дети. А мои предки прибыли с Московской губернии. Приехали вот в Батабайскую станцию, это напротив Ленских столбов. И что удивительно, вот эта Дабанская станция, она была чуть позже образована, спустя почти больше века, как промежуточные станции. Сюда вот в Батабайской станции прибыли Макаровы, тоже от моего деда двоюродные братья. И поэтому мы все друг с другом связаны, вот у нас такая история. Да. И мы стараемся вот все это сохранить, передать нашим внукам, дети у нас очень хорошо знают. Даже внучка младшая, да? Да. Она живет в Вилюйском Улусе, Кызылсыр, очень далеко, они каждый год приезжают, она уже стремится в Аймуран. Такая арка раньше стояла, вон где столб стоит же. Вот посюда была у них центральная улица. И вот отдабанские жители, чтобы отличиться от других, решили арку построить. Ворота, так сказать. Они хорошие там бревна положили, я видел. Ну мы-то, когда эту часовню строили, подумали, давай, что там арку строить вдалеке, пускай возле часовни будет. И вот решили, поставили эту арку. Хочется, конечно, историю сохранить и передать все. Вот поэтому мы с супругой стараемся все делать. Музей организовали. В свое время я в 2005 году организовал музей ямщикского подворья в Еланке. Все, проходим. Вот часовня имени Николая Чудотворца. Его освящал владыка наш якутский и ленский Роман. Вот. Сейчас зайдем, посмотрим. Часовня всегда открытая, не запирается. Вот эту икону с Якутска привезли, поставили. Это я сам смастерил, полки тоже. Вот. Ну, у нас еще, так сказать, язычество не перевелось. По идее, тут Божье место же, нельзя тут ложить деньги, то да сё. Там отдельное место должно быть, ящичек должен быть. Тут не только деньги ложат наши, и конфеты, и хлеб, все, что под рукой есть. Вот. Но это уже язычество и на Руси было, и тут оно еще не перевелось. Ну, это в крови у нас, наверное, поэтому. Бараларыган үтө күн, дараванунта. Шуайдык олорун, даравай болу. Веселой болу. Испытано на себе. Матушки земля. Продолжай. Козочка. Дай мне тоже подержать. Ты на себя только держи, Хорошо. подальше и на себя. Дайте посмотреть. Я хочу. Извини, я не давала. Я хотела две внучка взяла. И ключи. Снимай брата. Брата и второго брата. Всех братьев. И папу. На гармошке играть научился просто. И играть еще не хватит лет до 90. Скоро троица, тяжело травой покроется. Скоро милая приедет сердце успокоится. Я иду трактор Паша, катаюсь моточком маш. Ты платочком ты маши, аккуратнее по шее. Если Лена, то Науна трудно водит кардага. Если девушка не любит, трудно водит топтырга. Конкурс костюмов. Семья Филипповых.
какие красавчики. Так, встречаем семью Филипповых. Екатерина с дочкой и племянникой. Дорогие гости, вы видите, насколько красота русского костюма. Мы благодарим всех наших участников. На концертах, на гуляньях многие в пляс идут. Ах, гармония, играй, 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 ты весела и звонко, и гуляет, и поет милая сторонка. Ах, гармония, играй, 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 ты весела и звонко, и гуляет, и поет милая сторонка. Вот такая огромная семья. Групповое фото родней. Все прощаются. Синские провожаем, мы остаемся. А, синские уходят, да? Гармонистов половину провожаем. Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Мои предки приехали с Ярославской губернии. 7 братьев приехали в Алекнинский район, ну там поселок или кто, Солянка. И самый младший из них, мой прадед Алексей, переехал в Батамай. Там он жил. А в то время это очень тяжело было доставлять почту с Аймурана до Синска. И решили сделать промежуточную станцию Ат-Дабан. И вот мой прадед осваивал это Ат-Дабан, ну, основатель Ат-Дабана. Мой дед тоже почту гонял, и мой отец гонял. И я жил тут. И почтари приезжали, а я еще маленький был, стол стоял там и перегородка. Я просыпался, подтягивался, и меня на руки брали. Ну, этот их пистолет давали поиграть. В то время этот револьвер, что ли, был, или что-то такое играл я. И еще тут в Ат-Дабане 30-е годы образовали леспромхоз большой. Пилили дрова, и мать моя работала, и много людей работало тут. Короче, с леса возили сюда, на скалу, и туда сталкивали, а потом плоты делали и возили в Якутск. Ну все, праздник подошел к концу. Основные мероприятия. Мы сейчас едем обратно уже домой, в дом. Ну и баню сделаем. В общем, будем отдыхать, праздновать. Здорово здесь, конечно. Вот мне удивительно, мы сколько здесь находимся. Лошади стоят под навесом, никуда не убегают. Как мне объяснили, они здесь стоят, потому что там оводов нету, не знаю. Ну, наверное, это действительно так. Так, ну что, пакуемся? Ага. Я в кузов? Я тоже. И ты тоже, да? Мы туда потрясемся немножко. Обратный путь. Спасибо, с ветерком доставили. Ну, сейчас этих посмотрим. Пришли, не пришли. Прям специально он гнал. Я поеду. Не гнал, я потихоньку. Ага, потихоньку, не специально. Вот когда ехали, вот я гнал. Ой. Как хорошо в деревне летом.